Сейчас в этом году, ну, как бы, нам ведь хочется, мы хотим все расширять, чтобы детям интересно было, чтобы они не просто там, вот они танцевали, они пели, они играли, а чтобы они развивались, Разносторонне, да? разносторонне, да. Мгм. Поэтому в этом году у нас, значит, Разилия Раисовна начала работать, это декоративно-прикладное творчество, то есть дети начали делать различные поделки, вот она сейчас об этом скажет. И вот в том году, еще хочу сказать, что хореография, у нас же мальчики есть, Альбина Ильгизовна может показать, но если мальчик покажет различные трюковые моменты, то это будет по-другому да, реагировать дети, тем более он тоже... Ну, с детства. Взрослый, он Да. взрослый ребенок еще, да? Да. И он ведь с ними-то контакт легче находит. И вот в том году Артур начал с ними работать. Тоже можно сказать, наверное, что-то. Начал работать я в прошлом году, то есть заниматься с мальчиками, так как и с девочками, конечно. С мальчиками больше всего проходим трюки, собирались отдельно, чисто мужским коллективом, так скажем. Ибо им легче понять, увидеть прыжки, увидеть трюки. Я могу это все как наглядно, так и теоретически объяснить, показать на ковриках, то есть соблюдая меры какой-либо безопасности, чтобы они себе не навредили. И на самом деле прогресс потихоньку, но пошел, мальчики начали выше прыгать, у них начали получаться множество трюков, которые до этого они сделать не могли, и чему я очень рад, и прям гордость берет за них. Артур, а ты сейчас где учишься? То есть Я учусь в школе в 11 классе. в 11 классе. А куда собираешься? Еще пока не знаю, на самом деле, не определился. Ну, я так понимаю, что вот это увлечение, а можно сказать, уже и профессия такого вот хореографа, да, получается, останется, наверное, уже на всю жизнь, и маме помогать, и сам. Вообще интересно? Да, конечно. Интересно, да, заниматься? Интересно, но он что-то отмалчивается. В принципе, он на хореографа вроде бы не хочет идти. Нет, он в другую структуру. Как хобби. Просто как хобби, да. Но самое главное, что я хочу сказать, да, вот тоже похвастаться, похвалиться, но детей наших, вот в Казань мы ездили, они их замечают, и вот его, что маленького, что взрослого, вот в этом году в Казани, когда они ездили, приглашали в хореографическое училище, то есть сам педагог, хореограф, то есть, ну, наши ребята, они молодцы, вот видно сразу, что, да, ребенок растет с маленьких лет, и уже у него, он действительно, его видит, он видный. И наши дети, вот что меня радует, и всегда я работаю с ребятами, чтобы они оставались личностью, чтобы они не были похожи на меня, на Альбину Ильгизовну, на Артура, там, на Сергея Николаевича, или на Разилию Раисовну, да, а чтобы каждый человек оставался сам собой. Это очень важно. Да, вот. Ну верно. и вот декоративно-прикладное творчество, Разилия Раисовна скажет, что я говорю в этом году, вот какие темы, что мы хотим вообще взять. Да. Ну, Если, вообще, я наверное. хочу сказать, что я родительница из ансамбля «Соловьяр». У меня старший сын занимался 8 лет, но сейчас как бы старшеклассник, и не получается у него по расписанию. Вот он 8 лет занимался. И сейчас уже второй ребенок, дочка, ходит 3-й год. Поэтому я как самая, наверное, активная мамочка «Соловьяра». И сама я рукодельница, и поэтому в этом году Лариса Аликовна вела вот декоративно-прикладное творчество и предложила мне заниматься этими занятиями в Соловьяр. И мы изучаем, как татарское творчество входит в нашу жизнь. С маленькими детьми мы делаем различные аппликации из пластилина, из бумаги, и все это связываем с татарскими узорами, с мотивами. Как бы изучают они на этих занятиях как раз и как эти узоры сочетаются в костюмах, в обиходе и в украшениях дома. А со старшими ребятами мы будем делать уже конкретно украшения для костюма. Будем шить сами, дети сами будут шить тюбетейки, делать из фурнитуры украшения на волосы, сережки, изю будут сами вышивать. Со старшими вот они конкретно прямо будут сами своими ручками это все делать. Замечательно. То есть, получается, через прикладное искусство, казалось бы, вот через работу руками, фантазии, вы, получается, рассказываете историю, Да. историю татар, причем историю татар, насколько я понимаю, с самых разных уголков страны.
самых разных уголков, и именно исторические, как вот у нас много очень литературы, как там в 18-19 веке, какие виды были украшений, одежды. Даже вот у нас костюмы шьются, рубашки и брюки есть, которые вот штаны по вообще древним раскройкам, как там рукава идут, и такие широкие штанины. Вот из старых книг все это выбиралось, и вот такие костюмы. И, по-моему, даже у нас на каком-то фестивале мы получили премию, вот как оригинальные татарские костюмы. Да, прекрасно. на самом деле, вообще хочется сказать, что программа у нас же у каждого программы, да, но эта программа, у каждого программа, она объединена в единую программу, где вот изучение, например, декоративно-прикладное творчество, они не просто так делают, там что-то захотели, украшение там какое-то, да, а мы в любом случае, мы это объединяем. Например, мы готовимся к празднику Навруз-Байрамы, да, Навруз-Байрамы, Яңа ел, который празднуется у нас в марте, День равноденствия. И к этому празднику они, ребята, уже, помимо того, что я рассказываю про этот праздник, значит, мы делаем какой-то обряд, да, это когда ребята ходят по домам, и заклички различные говорят, то есть у нас есть такой обряд готовый уже, и мы даже делали по домам, ходили по Татар-базару, по домам, прямо абилерге ходили, они собирали вот эти вот различные сладости им дают за то, что они желают хозяевам здоровья и так далее, вот такой обряд, и им тоже их угощали, то есть такое тоже было, мы это практикуем, потому что только так дети запоминают, что за праздник на самом деле был. Поэтому вот они, значит, что-то будут делать к этому празднику. Сергей Николаевич в музыке, у него, значит, инструменты, кроме инструментов, у него еще есть слушание музыки, где он будет показывать, например, включать, да, что-то, где у классиков есть, у татарских композиторов, вот это есть ли это. Или, например, давать слушать, ну, музыка у нас есть вот именно старинный вот этот Навруз, как он называется, обрядовый, как бейт. Вот, как музыка там звучит, там же другая ритмика совершенно и так далее. Но и в движениях то же самое, сразу отличается вот движение, или это сценическое, когда на носочках больше делают, или это движение фольклорное, когда в пол делают, да, в пол, вот эти дроби в пол, руки другие совершенно. Мы это объясняем. Может быть, не всегда это получается, но детям объясняем, мы всегда говорим, заостряем внимание. Не только в костюмах должно быть вот это различие, но и в движениях, в руках и так далее. Вот, и сейчас хочется сказать еще о том, что Альвина Ильгизовна сейчас еще тоже дополнит. Мы в программу, кроме татарских номеров, в 2018 году, я говорю, ребят, давайте мы расширим. Мы не будем брать русские, там, удмуртские и так далее, если мы живем в Удмуртии, да, других национальностей, потому что мы потеряем свое лицо ансамбля Асылъяр. Вот. А давайте мы, говорю, возьмем культуру тех народов, которые перекликаются с чем-то с нашей. И вот я говорю, давайте возьмем культуру кряшин. Кряшины, вот у нас в Удмуртии живут, они говорят на татарском языке, правильно? Ну, понятно, что есть какие-то различия там в словах, диалектные особенности, мы тоже с ними это в песнях стараюсь я им говорить, и они это как бы, ну, поем по-другому. И в стилистике пения, как они это исполняют, то есть совершенно другое звучание должно быть, не как в татарском, более язычное, да, и так далее, да, у кряшин. И в движениях это тоже отличается. Да, на самом деле, вот когда ты сам, вот я же не танцевала, и специально этому не обучалась, вот, например, кряшинским танцем, да, танцем кряшин. И вот нужно было полностью погрузиться в их движения, они абсолютно другие, там в пол, и вот ну, у меня нет музыкального образования, да, и вот надо было прочувствовать вот эту всю музыку, там вообще иной ритм. То есть вот даже я начала сначала, ну сама же изучала, да, вот эти песни, несколько раз прослушала, потому что я сама вот не могла этот темп понять и понять, как накладывать ноги. Это на самом деле очень сложно, и это же нужно еще передать детям, чтобы дети поняли. Вот они очень быстро схватили вот, состав, да, наш как бы основной, и воплотили это в жизнь. Да. Нагайбакское, вот что-то вы пели, да, танцевали, это что-то тоже потрясающее. Дальше в программу мы включили, да, нагайбакский блок, он небольшой, мы, конечно, протяжный, песня у нас есть нагайбакская. Я просто слышала про народ Нагайбаки. Ну и начала тоже копать в интернете, там еще где-то, и нашла там бабушек различных. Бабушек, которые поют нагайбакские песни. Почитала, кто такие нагайбаки, историю нашла, книги нашла. Нагайбаки — это казаки, которые живут в Челябинской области, но они разговаривают тоже на татарском. То есть на татарском языке не сказать, что на татарском. Это у них свой язык, у них тоже там диалектные особенности. Но мы их понять можем.
можем. То есть он схож Близкий с нашим очень. татарским языком, схож. Но там совершенно другая культура. То есть это казаки, это девушки, которые гордые, да, это парни с шашками и так далее. И вот им, когда показали, им же тоже хочется что-то все разное, что-то показывать. И вот мы взяли этот нагайбакский блок, и у парней даже танец был, да, Артур? Да. Учили нагайбакский, вот сейчас передают малышам. Можно сказать, в чем различие там в плане трюковой части и рука? Ну, по танцу на самом деле не только нагайбакский, также можно отметить крымский танец, тоже очень схож с татарским, и башкирский. Все три танца на самом деле достаточно разные. Допустим, если в крымском танце больше идет упор на прыжки, на какие-то трюки с кувырками, то есть все в воздухе, то в нагайбакском и башкирском по большей части идет движение в пол, больше лезгинки. В нагайбакском танце идет танец как сражение, можно сказать. То есть на гайбаке они показывают свою силу, показывают то, что они вожаки, Воинственный можно народ, сказать. да? Воинственный народ, так скажем, более грозный. Мгм. Крымский танец, он идет более как лезгинка. Крымские татары, да. Крымские татары. На самом деле это очень сложно. Вот я говорю, взяли потом и блок у нас крымских татар. Это и не только танцы, это и песни были, да, крымских татар. И башкирские, да, башкирские. Тоже башкиры наши соседи вроде бы, но ведь там совершенно другой характер у башкир девчонок и у парней. Да, это тоже совершенно другая голова, совершенно другие руки. Эмоционально по-другому они должны воспринимать. В пении тоже совершенно все другое. Я говорю, дети, понятно, что они, может быть, и не все могут передать, но, по крайней мере, они понимают, что это надо, и мы стараемся, чтобы наши номера, они отличались. Вот, и крымских татар концерт, вот они, ребята, сами даже, да, Альбина Гизельевна, очень много было номеров, которых надо было сделать к концерту, когда мы готовились, и ребята сами взялись, старшие ребята, они сами сделали номер крымский, то есть Альбина Лизана их где-то Корректировала, корректировала, да? да, то есть ребята сами могут уже поставить танец и сами показать на сцене. То есть это о чем говорит, что они уже как педагог могут себя здесь выявить. Мгм. И это и организаторские способности Конечно. же какие уже развитые, Конечно. да? То есть помимо того, что они в ансамбле, они на самом деле вот очень много в лагеря ездят уже в лагеря. Мгм. И в лагерях они Школы себя лидеров. так, в школы лидеры их постоянно приглашают, даже сами звонят, потому что и там они настолько показывают, что там все просто в таком восторге от того, что приезжайте еще раз. И в том году вот они даже на КВН ездили, да? В КВН участвовали. Мгм. То есть ребята наши, то есть они себя могут в разных ситуациях проявить. И Вот. в прошлом году, напомните, как назывался конкурс у нас, который в Казани вот мы выступали? Ну, хотела просто сказать, да, что вот Международный конкурс был. несмотря на то, что дети вот не только, получается, не только же хореографии, у них в неделю расписаны все занятия, они не занимаются только хореографией, только музыкой, но в каждой номинации дети ансамбля «Асыл-Яр» заняли какое-то там место. Потрясающе. Получается, что вот дети, они все предметы, ну, в равной степени, они осваивают и будут, да, осваивать. Ну, Мгм. это тоже большой плюс. И Да, вот да, да. еще хотела сказать про отношения в коллективе. Может, вы увидели, вот когда мы общаемся, у нас дети, ну, сами по себе мы их не заставляем, Мгм. так почему-то исторически сложилось, они вот не по имени, отчеству к нам обращаются, а вот называют Лариса Апа, Мгм. там Альбина Апа, да. Мгм. То есть вот мы это тоже как бы внедряем, ну, сами друг Более друга. теплое, наверное, такое, Да, да, получается, и- отношение, Да, и вот семейное, я да. нигде не видела, ну, по крайней мере, вот я на своем ребенке могу сказать, чтобы так вот тепло общались педагоги и родители. А также в татарских школах раньше было, вот моя мама училась в татарской школе, вот там все, там Хамдина апа, там Разиля апа, Хадища апа, это учителя у них такие, там Равиля абы, вот так она их И называла, вот да. мы при общении с родителями, то есть мы все, можно сказать, знаем, как вот классный руководитель, хотя мы являемся Мгм. только кружком, да, вот дополнением Мгм. к школе. А по факту у нас очень теплые отношения вот с родителями и с детьми. Да, это было видно, особенно когда сегодня пришли родители малышей, они у вас просто, можно сказать, воспитанные очень, все четко знают, Они, что, да. как. Самое главное, знаете, в коллективе, чтобы работа шла дисциплина. Да. Вот мы с ребятами, когда, помнишь, Артур, еще маленькие были, они, значит, приходят, там, болтает, а нам надо же номер что-то делать. Я говорю, будем заниматься. Они, значит, вроде бы не хотим заниматься, мы же хотим поболтать, там, и так далее. Я говорю, хорошо, если вы не хотите
на фестивалях ездить там везде, Да. да, выступать и так далее. Мы будем с вами просто приходить, общаться, тут попели, посидели и так далее. Хотите? Нет, не хотим. То есть потихонечку приучали их к работе, как вот сейчас малыши, да? Мотивировали. Малыши ведь тоже, они как бы, ага, что-то с нами делать, дисциплинируют, полукруг поставили как-то, и в круг поставили, вроде бы и зажатость, а нам надо ведь их и разжимать и так далее. А вот дисциплина никуда. Опозданий не должно быть. У всех должны быть белые Форма носочки, одежды, форма одежды в хореографии, да. Мгм. У Разили Раисовны должны принести они все, что там нужно на декоративно-прикладное творчество. Сергею Николаевичу прийти готовый на инструментах играть и так далее, да, Сергей Николаевич? У него там тоже на Кураях сколько детей, все хотят поиграть, тоже салфетки там должны быть и так далее. Обязательно водичка. Воду не принес, понятно, что они друг с другом там дают, попьют. Ну, то есть вот все равно друг друга поддерживают. И что еще мне очень нравится, старшие ребята с малышами, вот они малышей никогда не бросают. И это было показательно на концертах, да, когда наши малыши растерялись, это еще сколько это лет назад, вышли малыши, они вышли на большую сцену, и они растерялись, что делать дальше в конце, и вышли большие ребята, я даже не говорила, никто не говорил, что там, они вышли в характере номера, взяли их за руки, пойдем, и пошли с ними, то есть как будто так и надо было. Отлично. Вот что очень важно, что они поддерживают друг друга. Мгм. Вот. То есть получается такая связь между поколениями, такая добрая, очень друг друга мотивирующая, поддерживающая, да? То есть получается, они же это все принесут потом в свою жизнь, в свои семьи, в свои дружеские какие-то коллективы. Здорово. Да, И получается, что все это через игру, в общем-то, да? Все Да, же да. это через игру происходит. Да, и в этом году тоже я что все занимался, нам надо делать, ну да, вроде бы, чтобы результат был виден, все равно надо что-то делать, номера делать, да. Номера, чтобы делать, надо тоже их немножко гонять, а дети на самом деле устают, чтобы, ну, их гоняли, им что-то хочется тоже немножко и отдыхать. И вот я говорю, вот с малышами я говорю, давайте мы, ребята, немножко будем по-другому, будем играть с ними. Играть именно, это Татару Инара, да, Татару Инара, это же, пожалуйста, там и песни, там и движения пошли, там и это. Пусть, говорю, они с наслаждением играют, пусть им еще 7, 8 лет, 9, пусть они поиграют. А вот, которые ребята 10, 13 лет, они уже все, они уже рабочие лошадки, они уже привыкли, что встанут, надо им над вокалом работать, там работать. То есть это уже им интересно. Вот. В любом случае игра нужна. А вот с малышами в хореографии, да, Сергей Николаевич, у тебя тоже все в форме игры идет. У Разили Раисовны, наверное, тоже, да? И так и у меня приходится и на коленках ползать с ними, и, значит, и там как клоун перед ними плясать, потому что вот иначе Ну, в любом нельзя. случае, получается находить общий язык, потому что я сегодня присутствовала вот на, в принципе, очень длительной репетиции с костюмами, с переменами костюмов. И все прошло вот на такой позитивной ноте, легкой, совершенно легкой ноте, то есть все ровно, все с улыбкой, все смехом, с шуткой. Удивительно просто, на самом деле. Я детям завидую, в общем, короче говоря. Нет, бывает, что, конечно, бывает, что мы покрикиваем, это болезнь у каждого педагога, есть, наверное, такая, покрикивать. Вот, ну, мы стараемся, конечно, стараемся над собой работать. Потому Скажи. что сейчас дети, мы же все понимаем, что дети все разные, Разные. поколения меняются. Да. И ни в коем случае тоже задевать нельзя, у каждого свое я, и как-то надо. Это я тоже Пытаться сегодня заметила, что ребятишки уже и границы свои выстраивают, и там я вот это, я вот то, уже четко так все определенно, здорово. Скажите, а получается, что семьи все татарские или смешанные, или разные? Вот хочу отметить вот разницу. Раньше все-таки в семьях владели татарским языком. И дети приходили, хотя бы знали там азы, да, какие-то татарского языка. А вот в этом году в основном либо смешанные семьи, получается, дети вообще не владеют языком, или же дети, которые не говорят, то есть дома не разговаривают. И вот на уроках, ну я на своих предметах говорю на русском и стараюсь, например, движение там, говорю притоп тройной, вишле топордау, и рассказываю вишле, то есть 3 раза, да, вы умеете считать до 3? Ну, кто-то говорит да, кто-то нет, с кем-то считаем, и объясняю вот перевод этого движения, да, что означает. На самом деле это тоже одна из наших следующих этапов. У нас, конечно, было изучение татарского языка как-то 1 год, ну, немножко потом это сошло на нет. Но я понимаю, что нам тоже нужно, это обязательно поднимать этот пласт, обязательно татарский язык, то есть нам нужен преподаватель татарского языка, преподаватель тот, который может играть с ними.
То есть не просто там пришел, а, это такая буква, это такая буква, а нам нужен человек. И самое-то главное, вот эта команда, мы вот, знаете, мы друг друга настолько поддерживаем, мы друг друга понимаем, у нас есть своя группа, то мы понимаем. Бывает, конечно, в коллективе, там где-то что-то кому-то не понравилось, но человек промолчит, он подумает и пройдет. То есть вот только так в команде можно работать, все слажено, мы друг друга понимаем, знаем, что нужно. И вот сегодня тоже готовились, хотя начали заниматься только с сентября, 7 сентября, время было мало, а с марта месяца мы уже вообще не занимаемся из-за вот пандемии. Конечно, да? конечно. И ребятам говорю, Артуру тоже, Альбине Ильгизовне, я говорю, срочно нужно сделать танец. Они говорят, как танец, за неделю, вы что, говорит, мы не вспомним. Там в таком плане, да, Сергей Николаевич, попури, да, хорошо попури, там, делаем декоративно это, да, делаем. То есть все понимают, что, ну, в принципе, постараться, да, что-то можно сделать. Потому что, да, если не выйдет, говорить, ничего не выйдет. Поэтому надо всегда идти вперед. Получится, не получится. Не получится, это опыт тоже. Получится, это тоже опыт. Поэтому опыт, он в любом случае должен быть. Мне очень нравится вот в ансамбле, вот конкретно Лариса Аликовна, вот я, ну, как сказать, у меня было такое, что стеснение выводить детей, ну, вот, например, в сыром виде, ну, каком-то, да, а вот Лариса Аликовна всегда говорит, пусть, ну, выходит хоть как, но они выйдут, это в любом случае какой-то опыт. Вот малышей отточить, там, ну, есть такие коллективы, которые целый год делают один номер, есть такое, как какой-то ансамбль, да, коллектив, но у нас такого нет. Лариса Аликовна, наш моторчик, там в год можем сделать несколько номеров, и мы их выведем на сцену, но вот через сцену они научатся работать, и вот на сцене отточат все вот эти ошибки, какие могут быть, да, до идеального там, до какого-то конкурса. Так и взаимодействие тоже оттачивается вместе. Они же Конечно. всегда у вас все групповые номера, и это всегда нужно быть именно вот в ансамбле, вместе, не просто один Да, по одному, ты да? на сцене понимаешь, вот просто я на себе могу сказать, я как-то вот выступала и не вышла. У нас вот настолько надо просто жить вот и быть вот на этом концерте. У нас бывает отчетный концерт. То есть у меня был момент, когда я не вышла на номер, потому что у нас нет такого, что вот ведущий стоит и говорит, объявляет, что следующий номер вот выступает те-то. У нас дети полностью сами ведут номер, и вот руководители, они не участвуют. Мы стоим за кулисой, и дети сами меняют микрофоны, там где-то помогли, да, полностью ведут. И это как переходные моменты, они полностью сами проводят вот в концерте. Это тоже большой плюс. Они ведущие, певцы, танцоры и играющие на музыкальных инструментах. Ну, молодцы, молодцы. Просто любая смешанная семья, в этом ничего такого особенного, там, страшного и тем более там какого-то неправильного нет, естественно, да, любовь, семья, дети, прекрасно. Но я всегда говорю, а почему всему нельзя научить? Вот, ну, смешалось у вас 5 культур, так, ну, дайте эти 5 культур, это же такое богатство для человека, да, для восприятия мира, для понимания себя, для возможностей, для широты вот обзора жизненного, да. Поэтому вот я так рада, когда нахожу такие ансамбли, где разные детишки разных национальностей порой приходят и изучают какую-то особенную, интересную, красивую культуру. Спасибо вам огромное за это. Спасибо. Спасибо за сегодняшнюю репетицию, за этот разговор, за то, что вы существуете. И я надеюсь, что однажды можно будет приехать на какой-то красивый концерт или конкурс, где можно поснимать вас на сцене, вот уже с профессиональной камерой, и показать это более широкому кругу зрителей. Да, приглашайте нас в Москву, мы приедем.